В рамках нацпроекта «Культурная среда» в республике строится и реконструируется 5 учреждений культурно-досугового типа в разных сельских поселениях республики, в том числе в селениях Икажево и Нестеровское. Также в этом году ведомство заключило соглашение на проведение капитального ремонта здания театра юного зрителя в Назрани. По проекту «Творческие люди» осуществляется повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования. От Ингушетии на обучение в этом году направлено 68 человек, из которых 20 в настоящее время получили сертификаты о завершении учебы. Мероприятие проводится на бесплатной основе в соответствии с лимитами выделенных региону квот в ведущих вузах нашей страны. В этом году Минкультуры Ингушетии заключено соглашение на проведение капитального ремонта здания театра юного зрителя в городе Назрани. На сегодняшний день по данному направлению профинансировано 19 миллионов рублей, из которых освоено 10. Произвести кассовый расход оставшихся средств запланировано до конца сентября текущего года. Помимо перечисленных средств в рамках данного регионального проекта Министерства культуры реализуются не менее значимые проекты, в том числе создание модерных муниципальных библиотек в городе Назрани и в сельском поселении Зязиково-Юрт Новобегского района. Все выделенные средства в размере 10 миллионов рублей на данное мероприятие освоены в полном объеме. Торжественное открытие библиотеки состоится в октябре текущего года. Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детей в школе искусств средства в размере 1 миллиона 152 тысяч рублей перечислены на счет детской школы искусств в городе Карбула. Далее заместитель начальника Ингушавтодора Муса Даурбеков рассказал о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно предъявленным данным, в текущем году управлением досрочно и 100% выполнены объемы работ по региональному проекту «Дорожная сеть». Общая протяженность приведения в нормативное состояние участков автомобильных дорог составила 13,6 километров. Муса Даурбеков также подчеркнул, что сложившаяся в ходе проведения закупок экономия в размере порядка 7 миллионов рублей будет направлена на ремонт дополнительного объекта протяженностью 700 метров в Назрани. Автодор, управление Автодор дополнительно реализует 3 объекта протяженностью 4,7 километра. Это у нас реконструкция дороги подъезд Барсуки от трассы Кавказ, капитальный ремонт автомобильной дороги Назрань, Средняя Челуки, улица коммунальная в городе Назрани протяженностью 690 метров вагонов. Значит, там реконструкция автомобильной дороги Назрань, Средняя Челуки протяженностью 1,7 километра. Стоимость всех вышеуказанных объектов составит 106,9 миллионов рублей, которые, значит, направлены будут уже подписывается соглашение, и в этом году будут реализованы в срок и даже досрочно. То есть, я так понимаю, вы 200% в этом году плана, что ли, сделаете? Почти 200. Вот как бы учиться надо, как хорошо работает у нас наше подразделение. И видно сразу, и дороги качественные. Спасибо за работу вам, всему вашему подразделению. Вот флагманы есть у нас, приятно послушать. Промежуточные итоги деятельности исполнителей в целом получили положительную оценку Владимира Сластенина. Отдельно глава Кабмина отметил скорость и качество выполнения плана Ингушавтодором. Хадиза Бриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.